Здравствуйте. Хочу вас тоже поблагодарить за то, что вы сегодня собрались в этом прекрасном зале в связи с юбилеем моего отца Андрея Михайловича Камаева. Для меня отец – это пример удивительной порядочности, оптимизма, целеустремленности и мужества. Прежде всего, мужество в преодолении, казалось бы, непреодолимых трудностей в жизни. Он родился в 1901 году в маленьком провинциальном городке Тетюши, в семье волжского грузчика и рачки-паденщицы. Условия жизни семьи были, можно сказать, ужасающие. По воспоминанию отца, который он говорил нам, иногда рассказывая о своем детстве, иногда в доме нельзя было найти даже кружки хлеба, и родители мучительно размышляли над тем, как же с детьми дожить до весны. Два острых, таких ярких чувства сопровождали его в детстве, в юности. Отец рассказывал, это, конечно же, чувство голода, такое невыносимое чувство. И вы знаете, вторым чувством было, может быть, даже фантастическое по напряжению стремление получить образование. Его отец, неграмотный грузчик, тоже мечтал об этом, и поэтому при рождении он дал ему имя Гильм. В переводе с арабского это знание. Он мечтал, что сын выучится грамоте и станет писарем, и выберется из этой нищеты. Посещать школу у него не было возможности, таких, как он, тогда не брали в школу, потому что не было соответствующей одежды, не было обуви. Отец обещал устроить его в школу, заработав денег, но он скоро умирает, потому что простудившись на своих заработках. И Гильм, вы знаете, в этом возрасте, 8 лет, он как бы осознает, что он сам ответственен за свою судьбу. Это удивительное чувство мальчика, потому что мама вряд ли ему чем-то могла в этой ситуации помочь. Когда ему исполняется 9, мама подзывает его к себе и говорит: «Сынок, ты уже большой, надо искать работу». С большим трудом он устраивается погонщиком лошадей к ломовому извозчику по фамилии Тупеев. И вот этот период жизни, 2 года, который он провел там, он часто сравнивает с жизнью Ваньки Жукова из одноименного рассказа Чехова. Те же унижения, часто побои, работа за еду. И единственным воспоминанием, говорил отец, теплым чувством того периода было его общение с лошадьми, с которыми он и ел, и спал в этой конюшне, которые обогревали его своими телами морозными ночами. Через 2 года, не выдержав такой жизни, он сбегает на пристани и становится носильщиком багажа. И вот, обливаясь потом, эти мальчишки с багажом бежали по лестнице вверх. Лестница огромная, 300 как минимум ступеней, а затем мчались вниз обратно, чтобы заработать
лишнюю копейку. И если, по словам отца, ему удавалось заработать 3-4 копейки в день, а по тем временам копейка – это небольшая миска муки, то 1 копейку он оставлял себе. И этот голодный мальчишка, босоногий, после работы с этой копейкой бежал не в продуктовую лавку, он бежал в лавку книжную, чтобы купить вот такую тоненькую книжку издательства Сытина для народа. Там были картинки, были рассказы небольшие, были стихи, даже известных поэтов. И все это он жадно прочитал. И вот здесь у меня слушатели часто задают вопрос, а как же, где, в какой среде он научился грамоте и осуществил свою первоначальную мечту и мечту своего отца? А это было удивительно. Он научился по какой-то своей очень интересной методике, расспрашивая пассажиров, сошедших на берег, как читается та или иная буква в названии Волжского парохода. Выучив их все, он долго не мог сложить их в слова. И первое слово, которое ему удалось прочитать, это было название Волжского парохода «Фортуна». Вы потом увидите фотографию этого парохода на нашей выставке. Конечно, он не знал значения этого слова тогда. Фортуна, судьба, удача. Много позже нам, детям, говорили, что он уверен, что судьба человека все-таки должна находиться в его руках. И он должен не упустить свою удачу, которая встречается у него в жизни. Читая эти книги, он заучивал стихотворения, а потом в часы отдыха на пристани, взобравшись на бочку, декламировал их для своих слушателей. А слушателями были те же неграмотные грузчики, которые, однако, всячески поддерживали это его стремление к учебе. И вот однажды, это была первая, наверное, большая удача в его жизни, эту картину застала проходившая мимо скромно одетая женщина, как оказалась учительница начальных классов Антонина Михайловна Малыгина. Она подошла и спросила у него: «Мальчик, ты где учишься?» За него ответили грузчики: «Да он букваря-то в руках не держал, самоучка». Тогда она пригласила приходить к ней в свободное время. И вот урывками по вечерам он бегал к ней писать диктанты, решать задачки, и каждый раз уходил от нее с томиком стихов Некрасова, Пушкина, Лермонтова. Читая эти книги, он как бы приоткрывал для себя другой мир и пристальнее вглядывался в окружающую действительность. Так, я думаю, продолжалось 3-4 года, и вот, когда ему исполнилось 15 лет, он, заработав много денег на строительстве с артелью моста под Бугульмой, едет в Казань мимо Тетюш навстречу своей мечте чтобы поступить в татарскую учительскую школу. Это было единственное учебное заведение тогда, где принимали детей из простых татар. С большим трудом, поступив в это учебное заведение, он начинает прилежно учиться. И именно там у него появляется первый
интереса к химии, потому что этот предмет ведет химик по фамилии Примешников, влюбленный в свой предмет, который практически ухитряется при малой материальной базе даже какие-то интересные опыты проводить, и затем даже водит их на экскурсию в Бутлеровский музей в университет. Но денег надолго не хватает, и судьба снова поворачивается к нему спиной. Он начинает питаться только раз в день, вода и черный хлеб, и даже теряет сознание на уроке математики, решая задачу про вкусную еду. И снова возвращается в тетюши, потому что заболевает от недоедания. Снова начинает таскать груз. Но тут в стране происходят кардинальные перемены. И слух об отречении царя доходит до тетюш, и любознательный паренек снова едет в Казань, чтобы разобраться в происходящих событиях. Он с головой окунается в эти революционные митинги и демонстрации, слушает известных революционеров, знакомится с ними: Николай Ершов, Муланор Вахитов, и, что удивительно, даже сам начинает выступать на этих митингах и получает кличку Гзыл-Ауз, красная глотка, которую ему дали байские сынки. Конечно же, после Октябрьской революции он снова восстанавливается в этой учительской школе и тут уже получает койку в общежитии и стипендию, начинает прилежно учиться, и один из первых в Казани вступает в ряды комсомола. Его захватывает и комсомольская работа. В 1920 году он получает диплом учителя, и его тут же направляют в Красную армию. Он успевает поучаствовать в нескольких сражениях гражданской войны, и наиболее крупные из них – это взятие Перекопа, переход вброд озера Сиваш. Затем по направлению он едет в Омск, участвует на Алтае в строительстве комсомольских организаций и в работе отрядов частей особого назначения. Знакомится тоже с известным большевиком Емельяном Ярославским, который, по настоянию которого в 1922 году он наконец-то получает направление на продолжение обучения. Он едет с путевкой поступать в Томский государственный университет. Это вторая, наверное, крупная удача у него. Учиться таким, как он, пришедшим только с фронтов гражданской войны, было ой как непросто. Денег не хватает, он опять идет грузить на барже на реке Томь. Затем его назначают заведующим детским домом, а последние уже курсы он работает, преподает химию в тюрко-татарском педагогическом техникуме и заведует учебной частью. Вот здесь на выставке есть даже благодарственное письмо, которое он получил от своих учащихся этого техникума, где они обязуются после него тоже продолжать усердно свое обучение. Его рвение в освоении химии в Томском университете не осталось незамеченным, и его руководитель научный, замечательный человек, химик-органик, молодой Борис Владимирович Тронов, оставляет его у себя в аспирантуре.
Его коллеги некоторые из среды бывших революционных специалистов возмущаются при этом. Как вы оставляете в аспирантуре грузчика, да еще татарина, да еще коммуниста? Но тем не менее он остается в аспирантуре, и вскоре уже по его заявлению и по запросу татарского обкома партии его переводят в аспирантуру Казанского государственного университета. Он попадает под научное руководство к замечательному, очень известному уже ученому-органику Александру Ермиловичу Арбузову. Их два аспиранта в то время у Арбузова. Он и его сын Борис Александрович. Арбузов был очень строгим руководителем. Он и требовательным. И по воспоминаниям отца, иногда они с Борисом работали по 16-18 часов в день и даже оставались ночевать, расстелив между столами в лабораторию постель. Кроме этого, учась в аспирантуре, он еще преподавал в Татарском коммунистическом университете, был такой, и переводил учебник химии на татарский язык, а также составил справочник химических терминов на татарском языке. Это было очень важно в то время, потому что республика была заинтересована в подготовке своих тоже национальных кадров. Очень большим событием в этот период обучения в университете явилось то, что в Казани прошел 5-й Менделеевский съезд химиков, где Геймкамай выступил с докладом. И этот доклад имел тоже большое обсуждение. Все это было очень полезным для него. А после окончания аспирантуры Совнарком СССР направляет его и еще одного молодого математика, который потом стал одним из основателей Казанского авиационного института, Николая Читаева, на стажировку в Германию. И Геймкамай попадает в Тюбингенский университет к известному химику, органику Якову Мейзенгеймеру. Сначала он занимается исследованиями, продолжает работу над исследованиями азота и фосфора, а затем Мейзенгеймер разрешает ему по просьбе Камая работать над соединениями мышьяка, мышьяк-органических соединений. И вот это направление, взятое еще в Германии, становится приоритетным в его дальнейшей научной деятельности. В окружении его никто не знал русского языка. Ему повезло, что он познакомился с одним тоже стажером, с турком, который знал турецкий, естественно, и немецкий язык. И очень-очень вплотную стал заниматься изучением немецкого языка. И уже в конце стажировки он опубликовал статьи и выступил и сделал выступление на немецком языке. Он вернулся в Казань в 1930 году. И это был уже вполне сложившийся исследователь. Внешне, конечно, он имел облик такого молодого европейца. Именно в этот период у него сложилась и семейная жизнь. Сначала он считал, что он не вправе завести семью, пока он не осуществит свою мечту, не станет ученым.
Но, встретив мою маму, он отошел от этого своего принципа. Мама происходила из семьи очень известных деятелей культуры. Ее отцом был Камиль Матывет-Тухватуллин. Это издатель первых татарских журналов и газет, друг и наставник Габдуллы Тукая. Когда его газеты были закрыты в годы реакции, он начинает свою певческую деятельность и также оказывается у истоков татарской эстрады. И вот в его доме как раз они познакомились и создали очень крепкую семью. Мама, которая, Раиса Камиловна Камай, которая хотела и мечтала стать тоже актрисой, певицей, как и многие в ее родне, увидев, познакомившись с отцом, наверное, оценив его личность, вы знаете, она, в принципе, забыла об этой своей мечте, вернее, отложила ее и посвятила свою жизнь созданию крепкого тыла, надежного. Именно этот тыл помог отцу выстоять много позже, уже в годы репрессий, в сложных ситуациях, потому что он знал, что его всегда ждут и ему верны. Ну, о научно-исследовательской деятельности вам расскажет Денис Михайлович. Я просто хотела еще добавить к этому, что, несмотря на свою огромную загруженность, занятость научной и педагогической деятельностью, отец всегда говорил нам, что необходимо расширять свой кругозор. Надо интересоваться не только наукой, но и разными видами искусства, что он и делал в небольшое, свободное время. Интересовался классикой, интересовался современными достижениями литературы, театра, живописи. Он говорил, что это способствует не только тому, что человек более полноценно познает жизнь, но это помогает ему и в выбранной им области глубже проникнуть в ту или иную тему. Этому он посвятил свою известную статью «Нужен ли химику Гомер?». Она была опубликована в 1968 году в газете «Правда», имела широкий отклик. И я думаю, что молодежь, если заинтересуется, в интернете почитает. Она актуально звучит и сейчас.